начали пытаться эту породу совершенствовать, и вот в начале 80-х годов эта порода была признана воссозданной. С момента создания основного конзавода отсюда выходили лошади для нужд армии, ремонтные лошади для кавалерии. А позднее, когда СССР перестали трясти внутренние и внешние катаклизмы, на конзаводе выводились лошади для спортивных соревнований. Я когда начинал скакать, я скакал на лошадях кабардинской породы. Ну и потом уже со временем, когда уже репортировали, когда, вернее, уже открыли репортацию, начали искать народ, и тогда уже назад вернули название карачаевской породы лошадей, и уже потом мы же скакали на лошадях карачаевской, англо-карачаевской породной группы. Но это было через десятилетия. Официально называть лошадей карачаевскими было нельзя еще долгие годы. Словосочетания «карачаевский конь» и «англо-карачаевец» существовали только в обиходе специалистов, в том числе специалистов Тимирязевской академии. Настоящая наука всегда вне политики. Тут знали ценность карачаевской лошади. Невзирая на возможные последствия, связанные с политикой Советского Союза, Владимир Алексеевич Парфенов рассказывал о породе своим студентам. И студенты помнят лекции профессора. И Вадим Алексеевич преподавал нам курс коневодства, и, конечно, он, рассказывая нам о породах, не мог не упоминать карачаевскую породу. Хотя в те годы он, в общем-то, ну, так скажем, может быть, даже и рисковал, вот, потому что официально породы не существовало. Парфенова называют крестным отцом российского коневодства. И сложно переоценить его вклад в развитие этой отрасли. А карачаевцы остались его любимой породой. Он знал о них все. Изучал, работал, улучшал породу. Может, пытливый ум профессора или природное очарование этих коней, а скорее и то, и другое, но Вадим Парфенов тесно связал свою жизнь с двумя породами лошадей, одна из которых – карачаевская. В период депортации конный завод работал, сохраняя свои основные принципы, основные приемы работы. Единственное, что изменилось, эту лошадь стали называть кабардинской. Все остальное оставалось. И работали прекрасно, я вам скажу. Вот. И лошадь была та же самая. И едва ли не самая любимая тема на кафедре коневодства – горские породы лошадей и парадоксальная несправедливость по отношению к карачаевской лошади, которой было приказано забыть, как и все, что связано с карачаевцами и балкарцами после депортации народа. Ученых Тимирязевской академии это не остановило. Они продолжали работать с карачаевской породой и позже привели ее к заслуженному статусу самостоятельной. Демин Владимир Александрович, заведующий кафедрой, может часами говорить об этом. Еще в первом томе ГПК уже было сказано о том, что карачаевская порода лошадей существует. И вот именно, если до этого в литературе практически мы не могли найти того, что карачаевская порода существует, то вот начиная с 1935 года, с первого тома, вот как раз он у меня в руках, первый том племенной книги горских лошадей, здесь как раз сказано о том, что с 1935 года эта порода уже существует, так же, как и кабардинская. Единственное, что эта порода в то время не была внесена в реестр селекционных достижений. Карачаевец и верный конь. Связка, команда, которая уже 500 лет воспринимается не иначе, как единое целое. Следует упомянуть, что карачаевских лошадей хорошо знали еще со времен позднего Средневековья, а особую популярность в глазах мирового сообщества карачаевская лошадь обрела к началу XIX века. Благодаря сохранившимся документам, статьям, письмам и донесениям мы можем уверенно сказать, что ее невероятные качества были оценены современниками по достоинству. Карачаевских коней дарили князьям и использовали для перегона скота на скальных тропах. Горские табуны были главным источником комплектования строевыми лошадями казачьих военных частей, которым в конце XIX века было нужно 5500 лошадей ежегодно.